Эльмира Ханым, в рамках Ночи искусств у нас есть специальная рубрика, посвященная искусству, и в частности жизни и творчеству крымско-татарских художников, непосредственно связанные с войной. Расскажите, пожалуйста, об этой странице нашего национального искусства. Тема Второй мировой войны и Великой Отечественной войны в изобразительном искусстве отражена не так широко, как можно представить. С чем это связано? Связано с нашей исторической судьбой. И, в первую очередь, тем, что в Крыму в течение трех с лишним веков очень широко и на очень высоком художественном уровне получили развитие, то есть сформировались и получили свое очень широкое развитие декоративно-прикладное искусство, так как мусульманам запрещалось изображать живые существа. Вот весь талант народа, его кругозор, широта, глубина его мышления, осмысление окружающей жизни нашло отражение вышивки, великолепной вышивки в ткачестве, в ювелирном искусстве. Но по исследованиям специалистов, этнографов, в Крыму насчитывалось где-то 50 разновидностей ремесел. Станковое искусство получило свое развитие с начала XX века. Такими интересными представителями уже художники-живописцы в основном. Это были Абий-Яр Мухамедов. Блестящее образование получил, уже закончив в 1905 году, Усейн Баданинский, Абдурефи Абиев, закончивший Строгановское высшее художественное заведение. И вот уже в 20 веке блестящие имена появились, которые, в общем-то, вернувшись в Крым, начали свою такую интересную художественную деятельность. Но так как в 1937 году и Абдурефи Абиев уже в 1938 году скончался, Усейна Баданинского расстреляли, и Абий-Яр Мухамедов исчез с полос всех газет, периодических изданий, видимо, тоже был уничтожен, расстрелян, и так далее. Амет Устаев, который начал писать жанровые сцены из жизни крымских татар. Поэтому тема войны, она получила такое развитие только после того, как наши художники, то есть наши будущие деятели в Средней Азии получили высшее образование, они поступили в высшее учебное заведение. Огромное было стремление получить образование, и весь их талант, все внимание в этой теме проявились только в основном в портретном жанре. В частности, Яя Темирхаяев, Ремзи Алиев. Они эту тему выразили через портреты Амедхана Султана. Они закончили в 70-е годы Ташкентский государственный художественный институт и ТТХИ. И вот создали в тот период, очень широко был распространен плакат, как разновидность графического искусства. Они создали плакаты с такой яркой очень личностью, который прославил крымско-татарский народ, конечно,
как раз в этом году 100 лет со дня рождения Амирхан Султан, и создали такой строгий и в то же время в романтическом стиле выполненные портреты. Зарема Тросинова в своем творчестве тема войны и тема депортации у нее глубоко переплетены были. Здесь уже и горечь, и вот это вот очень глубокая печаль, трагизм, так как война, победа обернулась для крымских татар темой депортации. И вот она в своем творчестве как раз выразила это вот как раз через депортацию. На очень высоком художественном уровне. Это в работе 1944 год. Эти работы были созданы в 90-е годы. И совсем, вот, если брать в такой вот очень яркой, если сказать, в такой передаче таких больших работ, картин на тему Великая Отечественная война в творчестве художников у нас нет. Одни были уничтожены в 1938 году, 1937-1938 годы художники, а те, которые были депортированы и уже получили образование в Узбекистане, в местах высылки, депортации, они еще не осмыслили эту тему. И только в последний период, можно сказать, что вот эта тема депортации, отдельная тема, если брать, то самое большое воплощение нашла в творчестве Рустема Эминова. И относительно недавно художник Али Бекиров создал 4 графические произведения, посвященные вот именно этой теме. Это Теме войны. Теме войны, да. Так что у нас есть произведения графического искусства, это плакаты, черно-белые графические работы Али Бекирова, графические работы Заремы Тросиновой, где переплетается депортация, последствия депортации, война, тесно переплетается все это, с горечью, да, все это сделано. Но на хорошем, высоком художественном уровне.